Повышенная готовность. Такой режим работы в первую очередь вводится для сил и средств региональной подсистемы предупреждения и ликвидации ЧС. Для оперативного реагирования на возможные случаи угрозы коронавирусной инфекции. Сверить планы, ввести круглосуточное дежурство руководителей, организовать информирование населения. Следующим пунктом рекомендация для всех жителей – воздержаться от массовых мероприятий и поездок за границу. Тем, кто все-таки посетил зараженные территории, необходимо сообщить о своем приезде на горячую линию. Рекомендовать сообщать о своем возвращении, месте, датах пребывания на указанных территориях, контактную информацию по номеру телефона горячей линии 8 800 55 50. При появлении первых респираторных симптомов незамедлительно обращаться за медицинской помощью на дому, без посещения медицинских организаций, соблюдать постановления, предостережения и предложения Роспотребнадзора о нахождении в режиме изоляции на дому. Китай, Корея, Италия, Иран, Франция, Германия, Испания – эти государства в особом черном списке. Тем, кто вернется или уже приехал оттуда, рекомендовано обеспечить домашнюю самоизоляцию на 14 дней и не посещать учебу и даже работу. Работодателям тем временем не препятствовать соблюдению этих рекомендаций и постоянно быть начеку. Работодателям обеспечить измерение температуры тела на рабочих местах с обязательным отстранением лиц с повышенной температурой, оказывать содействие сотрудникам в обеспечении соблюдения режима самоизоляции на дому. При поступлении запроса Роспотребнадзора представлять информацию о всех контактах заболевшего новой коронавирусной инфекцией, обеспечить проведение дезинфекции помещений, где находился вирусоноситель. Минздравкоме должен обеспечить возможность оформить больничный на дому для тех, кто в режиме изоляции, лихорадящим больным, посещавшим опасные территории, а также пациентам старше 60. Отдельные пункты по лечению всех пациентов с респираторными симптомами. Обеспечить оперативную помощь и отбор биологического материала для исследования на инфекцию. Мониторинг цен на противовирусные препараты и средства индивидуальной защиты возлагается на Минпром и муниципалитеты. В организациях с круглосуточным пребыванием детей, образовательных, спортивных и культурных учреждениях вводятся ограничительные меры. Министерству физической культуры и спорта Коми рекомендовать введение свободного посещения в подведомственных и организациях иной формы собственности. Прекратить обеспечение участия спортсменов в мероприятиях, проводимых за пределами Российской Федерации. Также свободное посещение рекомендуется для учреждений дополнительного образования и детских садов. Родители сами могут принять решение, вести ребенка или нет. В школах, организациях среднего профобразования должна быть возможность перейти на дистанционное обучение. Это касается и неподведомственных Министерству образования, вузов и СУЗов. Общение теперь вообще рекомендуется на расстоянии. Собрания, совещания с помощью сетей связи общего пользования. Всем организациям, государственным или частным, желательно отказаться от любого скопления людей от 30 человек и более. И, конечно, везде дезинфекция и каждому личные антисептические средства. Ольга Коняева, телеканал Юрган.